Футболисты сборной Испании одержали разгромную победу со счетом 6-0 над командой Германии в матче заключительного тура группового этапа Лиги наций. Хэт-триком в составе Фурии Рохи отметился Ферран Торрес. По одному мячу забили Альваро Мората, Родри и Микель Ойярсабаль. Для Бундестима это поражение стало крупнейшим в официальных встречах. Испанские футболисты вышли в полуфинал турнира, возглавив таблицу группы 4. В 6 матчах предварительной стадии они набрали 11 очков. Немцы с 9 баллами заняли второе место. На 3-й и 4-й строчках располагаются сборные Украины и Швейцарии, у которых 6 и 3 очка соответственно. Этой ночью свой заключительный матч группового этапа Лиги наций проведет сборная России. Соперником подопечных Станислава Черчесова будет команда Сербии. В случае победы в этой гостевой игре россияне гарантируют себе первое место в группе и путевку в Лигу А на следующий розыгрыш турнира. В данный момент они возглавляют группы 3 Лиги Б, имея в активе 8 пунктов. Столько же очков у венгров, идущих на второй строчке. Третье место с 6 баллами занимают турки. Сербы с 3 очками замыкают квартет. Российские футболисты уже встречались с сербами по ходу данного турнира. Тот матч прошел в Москве и завершился победой россиян со счетом 3-1. Игра в Белграде стартует в 4:45 утра по якутскому времени. Россиянин Андрей Рублев проиграл греку Стефаносу Циципасу в матче второго тура итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов. Встреча завершилась со счетом 6-1, 4-6, 7-6. Рублев потерпел второе поражение на этом турнире и потерял шансы на выход в полуфинал. Напомним, в первой игре российский теннисист уступил испанцу Рафаэлю Надалю. По итогам 2 туров первое место в группе Лондон-2020 занимает австриец Доминик Тим, одержавший победы в 2 встречах. Далее идут Надаль и Циципас, у которых по одному поражению и победе. Таблицу замыкает Рублев. Россиянин в последнем матче группового этапа сыграет с Тимом. Встреча пройдет 19 ноября. Баскетболисты московского ЦСКА в гостях выиграли у литовского Жальгириса в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счетом 87-78. Самым результативным игроком матча стал защитник армейцев Майк Джеймс, набравший 27 очков. У хозяев площадки самым точным был форвард Мариус Григонис, у которого 19 баллов. ЦСКА держал 4-ю победу к ряду. Команда занимает 3-е место в турнирной таблице Евролиги, имея в активе 6 побед в 9 встречах. Жальгирис располагается на 5-й позиции. В следующем матче регулярки, который состоится 19 ноября, российские баскетболисты на выезде сыграют с немецкой Баварией. Перейдем к событиям нашего региона. Республиканский центр имени Василия Манчары станет экспериментальной площадкой национальных видов спорта. Как сообщает «Спорт Якутии», Центр и Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта подписали соглашение о сотрудничестве по реализации федеральной экспериментальной площадки. Совместная работа в рамках этого соглашения будет связана с проведением исследования, мониторинга, опытной экспериментальной работы, в том числе с организацией курсов повышения квалификации для тренеров, специалистов и методистов. Сборная Якутии по кикбоксингу начала подготовку к домашнему чемпионату России. Соревнования планируется провести с 5 по 11 апреля 2021 года. Организационный комитет в данный момент ведет работу, чтобы провести соревнования на высоком уровне, несмотря на сложившуюся эпидемиологическую обстановку в стране. Сообщается, что победители и призеры чемпионата получат награды с якутским колоритом. Ожидается, что в числе почетных гостей будут чемпионы мира и Европы. Что касается сборной Якутии, то наши спортсмены пока тренируются в своих стенах. Однако в скором времени планируется организовать сборы за пределами нашей республики. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!